Здравствуйте, друзья! В эти беспокойные времена мы радуемся за спасенных и нашедших свое счастье хвостиков. Мальчишку Алмазика спасли зимой 21 года, забрав с улицы Якутска. После ППЖ был выброшен на улицу, где в мороз спал в снегу, свернувшись клубочком, переминался с ноги на ногу, когда замерзал и дрожал весь, играл с такими же местными бедолагами. С чипом бегает, ага. Подросток. Вряд ли, наверное, он стилизованный или кастрированный. Мальчик. Зеленка. С ним что-то делали. Или кастрировали, или стерилизовали. Что-то непонятно. Какая-то ранка есть. Покажи. Срок жизни таких несчастных небольшой, до первого дротика или отравы. Сколько таких там полегло. Так он вскоре оказался у меня на моем кураторстве. Но понадобилось 1,5 года, чтобы произошли перемены в его жизни. Наш Алмазик нашел свою семью, хозяйку в Эстонии. А теперь он живет на 2 страны, между Эстонией и Финляндией, и путешествует вместе с хозяйкой. Пусть все хорошо сложится. Пожелаем счастья Алмазику и самой семье. Алмазёна, ты маме несешь, да? Ты маме принес, да? Так дай маме, дай. Дай маме, дай. Дай маме, Алмаз, дай. Дай, куру. Молодец. Дай маме. Не дашь? Ты жадина. Он любит быть в компании, быть с людьми, пусть никогда не познает предательства, голода и одиночества скитания, через что ему пришлось пройти в Якутске. Алмазик. Алмазик. Я благодарю всех, кто помогал Алмазику в спасении, в содержании, кто остается с нами до их пристройства. Будь счастлив, красивый, добрый, жизнерадостный малыш Алмазик. Мы тоже рады за него. Линду забирали из ППЖ весной этого года. Забирали сразу в семью. Приглянулась эта девочка им своими крупными щенячьими габаритами, добрая, немного неуклюжая. В ППЖ она подросла, и ее начинали обижать другие собаки. И вот транзитом через Москву девчушка уехала в свою большую семью, где ее очень ждали и готовились к встрече. В семью, где уже есть 2 ретривера. Но вот не смогли они пройти и мимо этой 40-килограммовой малышки. Были, конечно, волнения, как они подружатся. Но семья собачников не сомневалась, что все будет хорошо. Так и произошло. Места хватает всем, любви тоже на всех.
И ворона решила подружиться с Линдой. Говорит, катай меня на своей спине. Ничего не поделаешь, Линда терпит и нянчится с вороной. В общем, все счастливы. А я-то как? Ведь на одну собаку больше счастливых стало в нашем списке. Будь счастлива, малышка Линда. Как-то в одном чате забросили информацию, что арендаторы квартиры съехали с этой квартиры, точнее сбежали, разругавшись муж с женой, и бросили в этой квартире щенка, с которым наигрались и больше не нужен. Приехала хозяйка квартиры и собиралась выставить щенка на улицу, ведь квартира идет под сдачу. Но спасибо ей, что успела раскидать объявление о щенке. И тут я его и увидела. Попросила не выкидывать, и она даже привезла его мне на передержку. Мальчишка оказался умным, смышленым, благодарным, подружился со всеми на передержке, где, на его счастье, он не засиделся на года. А через пару месяцев на него откликнулась семья во главе с мамой Мариной. У них прекрасный дом, участок и свои 2 небольшие собачки. И вот 3-й собачкой они взяли нашего Арчика. Кто мамин сладкий пес? А? Кто мамин сладкий пес? Кто? Кто? Буми. Буми мамин сладкий пес. Кто мамин сладкий пес? А? Кто красавчик? Кто красавчик такой? Буми. Он умница, благородный, настоящий компаньон, истинный овчар. Он не игрушка под ногами. Он полноправный член семьи. У Арчика все сложилось. У него семья. И все счастливы. А вот эта маленькая трехцветная кошечка мокла в дождь под деревом в Краснодарском крае, не зная, куда спрятаться. Захотела я ее спасти. А уже через день Женя посадила ее уже в машину в направлении к Москве. 1,5 месяца понадобилось на прививки и стерилизацию. И вот малышка уже спешит навстречу своей судьбе, к своей маме Эвелине, нашей подписчице, которая безумно ее ждала и за нее переживала. А теперь каждый день шлет видео, приветы с подробным рассказом, какая же она замечательная, нежная, какая она отрада ее песику, с которым подружились, как забавно играет, как любит смотреть телевизор, как осваивает террасу, и все у нее хорошо. Come on, baby. Hi. Und? Люси. Да. А Эвелина души в ней не чает. Повезло малышке. Спасибо, Эвелина, за свой гостеприимный дом. Котик из Якутска, неистово мурлыкающий в подъезде затопленного барака, Так сидит. Зашли в первый попавшийся подъезд, и тут на тебе. Сидит, тарахтит, обрадовался. Это подъезд. Уми тонкой в воде. Исхудавший. Плохо выглядит. Так, взрослый где? Взрослый. Тянется к человеку.
Синат. И так вот на всякий случай. Летит как трактор. И прилетевший в мае в Москву, по стечению счастливых обстоятельств, пристроенный в тот же день в семью девушки Даши, что помогала мне в порту вывести все переноски с котиками, также передает нам привет. Он обосновался в семье у этой девушки, хотя я отвозила его им на испытательный срок. Но вот информация такова: они оставляют его себе, вторым котиком. Якутские они такие, влюбляют в себя сразу. Невозможно с ними расстаться, прикоснувшись к ним. Пусть все и дальше будет у него хорошо, ведь не зря он так мурлыкал, так хотел к человеку. Я не устану просить вашей помощи. 200 спасенышей мечтают о доме, о своем единственном любимом человеке. Каждое движение по поиску семьи требует денег. Такова реальность. Будет ваша помощь, будут счастливые хвостики, будут пристроенные. Мы с вами спасли их от гибели, подарили им жизнь. И сейчас наша задача – подарить им дом –